Здравствуйте. Сегодня в нашем пресс-центре начальник управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Абхазии Дамей Авицба. Довольно-таки регулярно мы встречаемся в нашем эфире, поскольку дорожно-транспортная обстановка всегда очень актуальна. Вот первое, расскажите, какова обстановка общая на наших дорогах в разгар летнего курортного сезона? Каким образом вы выстраиваете работу, чтобы на наших дорогах было стабильно, безопасно? Ну и немного статистики по результатам прошедшего полугодия или вообще там сравнительной статистики. Добрый день, Гарри. Добрый день, уважаемые журналисты. Приятно находиться здесь у вас сегодня в гостях. Если говорить о работе госавтоинспекции, хочу начать с такого. Руководством страны и руководством Министерства внутренних дел максимально уделяется внимание нашей работе, потому что, вы знаете, на наших дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, и со смертельным исходом. Если говорить о сегодняшней ситуации, каждый год у нас летний курортный сезон, количество транспорта, который приезжают к нам в Абхазию, очень большое. Июнь месяц был менее слабый, а вот с 10 июля мы наблюдаем вот прям сильный поток в наше направление. И это видно и в соцсетях, люди выкладывают на границе, какая ситуация происходит. В этом направлении, конечно, к летнему курортному сезону сотрудники госавтоинспекции, как и столичные, как и районные, и по республиканской трассе переходим мы в усиленный режим. То количество сотрудников, что есть, мы максимально стараемся сделать так, чтобы на наших дорогах было меньше затора, было меньше дорожно-транспортных происшествий, особенно со смертельным исходом. Если говорить о статистике, хотел бы озвучить такую вещь, потому что очень многие задают вопрос, как повлияли камеры фото-видеофиксации, которые установили по нашей республиканской трассе. Если брать 2021 год, 2022 год и 2023 год, то есть я 3 года хочу соединить, то было 582 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 163 человека и получили ранения 806 человек. Брать статистику уже когда установили камеры в 2024 году, в марте месяце, когда уже полноценно по всей республиканской трассе от Псоу до Ингури было установлено 27 камер, которые фиксируют все эти нарушения. То количество дорожно-транспортных происшествий было в количестве 372 ДТП, при которых погибло 113 человек и получили ранения 481 человек. В сравнении получается на 210 дорожно-транспортных происшествий меньше, погибших на 50 меньше и раненых на 325 меньших. Говорить, что камеры не повлияли, это неправильно. И мы здесь, когда были ранее с министром внутренних дел, мы здесь были у вас в эфире, мы говорили, после того, как установят камеры, моментально ситуацию изменить невозможно. Это поэтапная работа, это кропотливая ежедневная работа, и цифры говорят сейчас о ситуации, которая сейчас есть. У нас еще есть видение, где, в каких местах еще можно дополнительно поставить камеры. Там, где мы установили аварийность, она спала, будем продолжать в этом направлении работать дальше. Хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Вот я озвучивал 2021, 2022, 2023 год, погибших было 163 человека. Хотел бы по национальным признакам озвучить. Погибло абхазов 105, армянской национальности 24 и русские 13. Если брать статистику 24, 25 и 26 год за 6 месяцев, погибло 66 абхазов, здесь русских 27 и армянской национальности 15. Вот такую статистику тоже я хотел бы в развернутом виде дать. Ну, в общем, а вот эти камеры фото-видеофиксации, они же многофункциональны, но они на сегодняшний день работают только на скорость в основном, да? Камеры, которые установлены по нашей республиканской трассе, имеют много функций.
Он фиксирует скоростной режим, фиксирует разговор по телефону, ремни безопасности и пересечение сплошной линии. На сегодняшний день мы можем выписывать штраф и постановление вручать нашим водителям только за превышение скорости. В этом направлении ведется тоже работа. Ждем Кабинета министров постановления. Когда в силу вступит, мы уже в этом направлении тоже будем работать. Журналисты, вопросы? Зураб Варгун, агентство «Интерфакс». Скажите, пожалуйста, какая работа ведется по упорядочению парковок в городе Сухум? Иногда из-за них и на оживленных участках возникают заторы. И что предусматривается сделать по улучшению этой ситуации? Скажу вам следующее, может, немногие знают, я об этом уже говорил неоднократно. Количество транспорта, который зарегистрирован в Абхазии, составляет 82 тысячи. Это без машин с российскими номерами, которые тоже находятся постоянно. Количество их тоже где-то до 10 тысяч. В общем, транспорта в Абхазии где-то 90 тысяч. Если говорить о столице города Сухум, зарегистрировано в городе Сухум 31 тысяч машин. Помимо этого, люди, которые проживают по прописке в других районах, тоже многие находятся именно в столице. И количество транспорта для такого города неизбежно, чтобы не было пробок. Если говорить о нарушениях правил дорожного движения именно парковки и стоянки, к сожалению, наши водители пренебрегают этим правилам. Понимая, что такое количество транспорта и так грубо нарушать, вы сами наблюдаете, я сам водитель наблюдаю часто на пешеходном переходе, на проезжей части, на перекрестках, при этом создавая аварийную ситуацию. Да, там человек едет, не видит, как свернуть, обзор закрывается. Если каждый водитель подойдет ответственно к правилам дорожного движения и будет парковаться, где это возможно на сегодняшний день, не нарушая, то, конечно, пробки будет намного меньше. И количество дорожно-транспортных происшествий в столице незначительное. Да? Там есть такие технические повреждения, где они должны дождаться сотрудников ГАИ, все это надо зафиксировать, и при этом тоже создаются в час пик, особенно там, по улице Ешба, по улице Лакоба, Пальона, такие пробки неизбежны. Вот хочется еще раз обратиться к нашим гражданам, к нашим водителям, максимально соблюдать правила дорожного движения. Что делается в этом направлении? Я об этом говорил 1,5 года назад, по-моему, здесь были в эфире. Есть в Москве такой центр, называется ЦОДД, это Центр организации дорожного движения при правительстве города Москва. Под их управлением находятся все светофоры, все перекрестки, камеры, которые фиксируют любое нарушение, стоп-линию, проезд на красный свет, как пешеход переходит на пешеходном переходе. То есть у них все это на ладони есть. И выявлять таких нарушителей, и в России почему удобно, любое нарушение приходит уведомление собственнику по автотранспорту на госуслуги. То есть он нарушил, в любом случае он рано или поздно его должен оплатить. У нас получается все вручную. Выявили именно вот, я имею в виду парковки, и вот стоп-линии, и светофоры. То есть это надо самому увидеть, остановить, наказать и все остальное. Эти сотрудники с Москвы приезжали к нам из Министерства внутренних дел в лице первого заместителя Беслана Чкатова с нашими ребятами, которые занимаются именно вот по камерам, ездили в Москву, смотрели, на каком уровне все это у них там происходит. Они приезжали к нам, изучили то оборудование, ту технику, которую мы имеем. Они изучили основные наши перекрестки именно в городе Сухум. Но это очень кропотливая и долгая работа, потому что финансирование там очень большое. На сегодняшний день вот находится в разработке данное направление. Хочу сказать еще следующее. На сегодняшний день администрацией города Сухум во главе мэра Агрба Тимура Михайловича была проведена большая работа. В Москве есть еще частная компания, которая занимается организацией безопасного дорожного движения в городе Москва тоже. Они приезжали сюда, изучили все наши перекрестки,
вот максимально изучили наши перекрестки. Они здесь находились очень долгое время. Алхаз Тхакушев, если вы помните, делал круглый стол, где были приглашены люди в этом направлении, кто разбирается. Мы из ГАИ были, из администрации города были. И вот через эти столы, круглые столы были приняты решения о выходе в Москву к этим людям. И вот они сюда приехали и провели большую работу. К концу года будет уже представлен план, какие мероприятия надо произвести, чтобы все это сделать так, для того, чтобы максимально комфортно было нашим гражданам ездить по нашим дорогам. Зная лично и качество главы города, если он взялся за это дело, он это дело доведет до конца. С нашей стороны, насколько это возможно, мы, конечно, рядом станем, поможем. Это нужно было делать еще давно, потому что 10 лет назад количество транспорта в Абхазии было 30 тысяч. За 10 лет добавилось 50 тысяч. И хочу озвучить вам цифры. Каждый год у нас от 3 до 4 тысяч добавляются транспортные средства. Если инфраструктуру наших дорог мы не будем благоустраивать, то ситуация будет еще хуже. Вот в этом направлении такая работа была проведена, и вот на сегодняшний день, вот к концу года мы ожидаем, администрация этим занимается, ожидает план, и мы будем по нему потом работать. Ну, этот план еще должны принять, и пока его реализуют, это большое время пройдет, Ну, мы конечно. хоть А вот в начали этом делать. промежутке что можно делать, вот особенно с этими перекрестками, углы перекрестков, они вот на самом деле, там бывает и в 2 ряда ставят. Ни пешехода не увидишь, ни машину, которая движется в этом направлении. Что можно делать? Может, по старинке, как вот начинали вот сперва в Москве, там сняли, выписали протоколы. На сегодняшний день, вот вы правильно подчеркнули, и в 2 ряда ставить, и на перекрестках, на пешеходном переходе. Хотел бы вкратце вам озвучить вообще ситуацию по кадрам. Именно сотрудники ДПС, которые должны работать по всей республике, штатное расписание 224 человека. Замещено 162. То есть 62 места свободны. Это существенно влияет на нашу работу. И, конечно же, не буду скрывать, качество сотрудников хотелось бы, чтобы было еще больше. Правду же надо говорить. И в городе Сухом штатное расписание 38, замещено 15. То есть их делим на 2 дня, то есть 7-8 человек работают в столице, на сутки заступают. При большом нашем желании охватить весь объем работы, который мы должны делать, это невозможно. Вы знаете, до обеденного времени состояние и ситуация на центральном рынке, Пальона, потом на Турбазе, где это пекарня, по улице Ешба. У нас часто проводят культурно-массовые мероприятия. Мы, ГАИ, всегда задействованы. К нам приезжают гости, их надо сопроводить. Проводят какие-то свадебные мероприятия, их надо сопроводить, чтобы наши водители доехали нездоровыми и невредимы. И к чему говорю, что очень сложно всю работу охватить, не имея Ну, в день, тех если вот кадров. 2-3 квартала в день. Ну, вот, И зафиксировали какое-то оборудование. Сказанному хочу дополнить. Вот стоит машина с нарушением. Эта машина может стоять там 1-2, а может и целый день. Номера, госномера снимать мы не имеем права, потому что снять номер, потом, когда все это привозим в ГАИ, водители приезжают и возмущаются, это наше имущество, почему сняли номер, или когда снимали номер, вы там зацепили бампер или крыло, и начинают такие... Вот в этом направлении нам нужна помощь. Нет, ну, оставлять именно, так нельзя. Нет, Вот, депутаты говорят, никто не мешает это сделать. Нет, по закону мы не имеем права. Ну, когда совсем перебарщивают... И в базу данных, вот, где от камер видеофиксации нарушения, в эту базу данных. С удовольствием в базу данных внесем, если по закону иметь будем это право. Да. Вот мы как фиксируем нарушение за скорость, он же попадает в базу данных, да. И на стационарных постах, где установлены камеры, где выявляют, нам легко его остановить и показать, где он нарушил. Вот как я раньше эти говорил, акты, если да, туда вот центр ЦОДД в Москве, который есть, у них в день в городе Москва выезжают 2200 машин, это которые ездят
стоят камеры по всему кругу и фиксируют такие нарушения, как парковки. Вот когда мы сможем дойти до такого уровня и будем фиксировать все эти нарушения, и мы будем в базу их загонять и по трассе их останавливать и показывать, что у него есть не только штраф по скорости, по и парковкам. То есть эта практика тихо-тихо приведет к тому, что водитель будет соблюдать правила дорожного движения. Я все ваши замечания, мы это прекрасно понимаем и видим, но еще раз повторюсь, имея такое количество людей и такую технику, ну, очень сложно всю работу выстроить. Ну, хотя бы когда точечно, все равно человек понимает, что нет-нет, да его могут Но наказать. мы точечно выписываем в год где-то от 1000 до 1500 нарушений за парковку. И говорить, штраф там, если он оплачивает в течение 5 рабочих дней, составляет 600 рублей. Ну, Ему несложно прийти, оплатить 600 рублей и дальше также нарушать. Из-за этого мы всегда, вот меня часто приглашают на телевидение, мне вот иногда вот я отказываюсь, я говорю, мне стыдно выходить, одно и то же постоянно говорить, обращаться А к что, водителям, парламент не может нарушать и всё разрешить, это. чтобы эти акты можно было выписать? В парламенте мы даже с предложением выходили, было в начале очень большое понимание по поводу изъятия транспортного средства у людей, которые находятся в алкогольном или винном опьянении. Но проект успешно не прошел. Мы хотели вот изымать машину, ставить на месяц. Но вот были Это такие разногласия, где суровые мы наказания. на сегодняшний А день вот это отложили. вроде такой вот выписали акт, оставили под стекло, внесли в базу данных. Ну, прочесали камерой, допустим, зафиксировали их. Человек пожалуется, вот, покажете. Все эти нарушения, которые фиксируют, должны быть приобретены Министерством внутренних дел, должны стоять на балансе, должны это же можно зафиксировать их. госакт из госстандартов, что она исправно технически может Ну, работать. указом можно, наверное, это утвердить, что вот эти аппараты... Указом Министерства внутренних дел это невозможно сделать. Сперва надо принять закон, а все остальное мы Всё готовы забюрократизировано. поэтапно сделать. Но к этому нужно идти, это однозначно. Ну, то есть, пока эта техника фантастическая к нам прибудет, все-таки там, не знаю, как-то... Ну, углы перекрестков – это вообще отдельная история. Ну, в общем, о парковке это можем долго говорить, но основные наши заторы все-таки из-за парковок. Ну вот я сильно неположенных надеюсь, местах. вот администрация города Сухого чем занималась, люди, которые приезжали, они вот реально хотят реализовать и реализуют, я уверен в этом. Вот столько ждали, вот дождемся до конца года. План мероприятий, которые нам преподнесут администрации города, я думаю, очень сильно Тут все повлияет. уже пострадают. Ну, а как быть тогда? Если мы обращаемся ко всем, и до всех не доходят, конечно, есть водители, которые не нарушают, соблюдают правила дорожного движения. Еще раз хочу повториться, город Сухом не может такое количество транспорта принимать. И потом вот этот участок, который к универсаму, эта дорога же часто там забивается. Очень много въездов, которые делают, ну, затрудняют движение. Главное, не просто въезжают по направлению движения, еще и разворачиваются. Вот те люди, которые приезжали, это- есть такое понятие умный светофор. Они, когда будут их устанавливать, светофор сам вычисляет, выявляет, вот стоит на красный свет, нету машин, которые ты должен пропустить. Он будет сам автоматически включаться зеленый и давать движение Ну, там много другим. въездов, помимо Да. светофоров, Ну, въезд есть, их вклиниваются их через не каждые там 50... получается республиканская больница, РО, потом заправка и Ну, универсам. кое-где хотя бы разворот в другую сторону может прикрыть. Ну, это специалисты должны этим заниматься. Еще вопросы? Бадри Сява, Спутник Абхазия. Дамир Джумберович, мой вопрос напрямую не имеет отношения к работе госавтоинспекции, но непосредственно связано с безопасностью на дорогах. Все мы видим, сколько бродячего скота на дорогах, и собак, кошек, и это очень мешает движению транспорта. На ваш взгляд, как решить эту проблему, которая зачастую приводит и к ДТП, и к летальным исходам, и считается ли нарушением случаи пересечения сплошной линии во время объезда той же скотины? Спасибо. Я вот с последнего вопроса сразу отвечу по поводу пересечения сплошной линии. Если говорить о камерах, которые фиксируют по республиканскому государственному стоят, они не фиксируют сплошную. Если сотрудник сам выявил, водитель вынужденно нарушил правила дорожного движения, пересек сплошную линию, потому что стоял скот, сотрудник должен с пониманием подойти к этому водителю, сделать так, чтобы этот скот убрать с дороги, чтобы следующий не нарушил.
Если говорить о общем о этом вопросе, какая работа проводилась и проводится в этом направлении? Я и сам, как водитель, часто езжу по республиканской трассе и вижу такую ситуацию. И очень часто, кстати, бывают дорожно-транспортные происшествия, когда скот выбегает или стоит, водитель не смог среагировать. Ночное время особенно. Да, особенно в ночное время. К счастью, у нас хоть трасса освещается, максимально можем этот скот увидеть. Мы направляли письма главам районам, главам сел, чтобы они обратили внимание в этом направлении. Каждый знает в своем районе, чей этот скот. Хозяин, который является собственником, должен как-то понимать, что данный скот может создать аварийную ситуацию, и происходит, к сожалению, дорожно-транспортное происшествие. Мы этим занимаемся, потом, когда определенное время проходит, об этом забывают. И вот мы периодически, постоянно обновляем эту информацию. Сколько знаете, летом, когда жарко, выходит на трассу, где тень стоит, и когда машина проезжает, им комфортно там находиться. Максимально, насколько правильно. Но вот Российской Федерации давно они обязали хозяев хотя бы вот эти светоотражающие. Мы, кстати, да, я заказывал, ночью привозил, хотя бы. раздавал на шею одевать такие светоотражающие, ночью мы можно. давали. И были хозяева, которые не хотели такие ленты одевать на свой скот. В городской черте, понятно, животных точно не должно быть, за городом с этим трудно бороться. Но вот хотя бы вот такие светоотражающие должны быть. Алексей Шамба, Абсный пресс. Можете назвать наиболее аварийные участки республиканской трассы? И что делаете, чтобы снизить вероятность таких аварий? Самые аварийные участки дороги на первом месте всегда были Гагрский район и Гудаутский район. Они вот всегда как-то между собой вот меняли местами. Вот если сейчас говорить о статистике, вот за 6 месяцев у меня есть отчет, по Гагарскому району всего ДТП 21, в Гудаутском 9, и вот Сухумский район тоже 9. Вот Гагра остается всегда на первом месте. Вот если брать статистику, вот я помню хорошо, 2025 год, количество погибших, если брать с 2021 года, у нас каждый год все меньше и меньше. Вот 24 и 25 год погибших было 48 человек, что и в 24-м, и что в 25-м. Если брать 23 и 22, там было 67, 58, то есть каждый год все меньше и меньше. В 25-м году погибших было 48, из них 20 было пешеходов. Из 20 пешеходов 13 это те, которые нарушили правила перехода не в положенном месте, то есть они тоже являются участником дорожного движения и тоже должны соблюдать правила дорожного движения. То есть в этом направлении мы начали работать, и в Гагарском районе, в Гудаутском мы именно по пешеходам статистику спустили. Вот с 10 июля, вы знаете, количество транспорта отдыхающих очень большое. Вчера вот было дорожно-транспортное происшествие, водитель УАЗика поднимался на смотровую в Гагры, и у них было пассажиров 5 человек, и машина опрокинулась, и девушка с Питера 2002 года, к сожалению, погибла. И вот в этом направлении вот и водители сами, которые вот занимаются экскурсией, да, вот так мы неоднократно проводили профмероприятия на Ритинском ущелье, с нами выезжали и сотрудники УБЭП, которые проверяют командировочный путевой лист, все документы, которые дают право заниматься такой деятельностью. Учитывая, что ты везешь людей, отвечаешь за жизнь этих граждан. Отношения вот с коллегами, например, с республик Северного Кавказа. У нас менталитет, в принципе, похожий. Там какие проблемы, если сравнивать? Проблем вообще дорожно-транспортные происшествия, что и в Абхазии, что и в России, происходит за то, что водители нарушают правила именно скоростного режима. Второе место занимает, как и у нас, водители, которые садятся за транспортное средство в алкогольном или винном опьянении. Хотел бы сейчас озвучить вам цифры. Я вот в статистике по ДТП приводил 21, 22, 23 в сравнении с 24, 25, 26. В 2021, 22 и 23 мы выявили водителей в нетрезвом состоянии 8781 человек. Это количество очень большое. Из них 3000 было в наркотическом опьянении.
2024, в 2025 и 2026 году было выявлено 4517 повторно, которые сели за руль. 334 человека, из них на 15 суток было осуждено 113, а все остальные были оштрафованы штрафом. В 2026 году, еще хотел такую статистику привести, количество желающих получить вновь водительское удостоверение с каждым годом увеличивается. Вот за 24, 25, 26 год количество транспорта зарегистрированных новых 12 тысяч, а получили водительское удостоверение за 2 года и 6 месяцев 10 тысяч новых водителей. И хочу вам такую статистику еще дать. Виновные в дорожно-транспортных происшествиях, вновь получивших водительское удостоверение, количество очень малое. Нарушают обычно в возрасте 30-35, и которые имеют стаж 5 и выше. То есть могу сказать, что автошколы, которые принимают наших молодых студентов на получение водительского удостоверения, подход очень серьезный. Во-первых, хочу еще раз сказать, что госавтоинспекция не имеет полномочий проверять автошколы, потому что находится под ведомством Министерства просвещения. Да. Только они могут посещать автошколы, качество их преподавания, какое количество транспорта, какое количество часов они преподают, какое количество они в практике ездят и посещаемость самих студентов. То есть мы, как ГАИ, не имеем права проверять. Мы что делаем? Когда каждая автошкола преподносит списки, которые включены в список и через 2 месяца придут к нам на сдачу, вот они, когда приходят на сдачу, мы выводим в течение года количество пришедших и сдавших, если не будет превышать 60%, мы пишем письмо в Министерство просвещения, они выносят потом решение, если меньше 60%, то лицензия у автошколы изымается. Вот в этом направлении мы большую работу провели, и в их интересах у директора автошколы привести к нам в управление ГАИ тех людей, которые реально ходили, могут прийти сдать, чтобы по их статистике не ударило. Вот в этом направлении реально и бывают звонки, вот приходят в автошколе, помогите, мы в ГАИ сдадим. Вот и в автошколе вот ребята вот на самом деле подходят ответственно, потому что если они будут приводить и не будут сдавать, то мы статистику преподнесем и по нему потом будет биться. В этом направлении вот молодые, которые получили вот ближайшие 5 лет, вот, где они виновны в ДТП, очень маленькое. Это надо говорить честно, мы постоянно мониторим и смотрим за этим. К сожалению, нарушители это вот не по незнанию, а вот они знают и нарушают, как правило, да, вот 99% тех, кто нарушает. У любого водителя спросишь, он знает правила дорожного движения лучше, чем ты. Но в практике мы видим. Кто не знает, что скоростной нельзя нарушать режим или сплошную. И, кстати, сейчас в последнее время очень часто и мы наблюдаем, и очень часто нам в дежурную часть звонят, и наши родственники в ночное время, вот сейчас очень модно стало, молодежь управляет транспортом, который очень сильно влияет именно ночью. Вот по улице Лакоба, по улице Ардзеба, да, там у нас пожилые люди, больные люди, есть дети, да, там в 1-2 часа ночи, я не знаю, очень что они там делают, машины, или да. машины такие с завода, или потом здесь они дополнительно какую-то функцию делают, что он едет вроде бы тихо, а звук очень большой. И очень честно, вот выявить такого водителя нам не сложно. Но мы же должны административный протокол выписать. То есть за такое нарушение, там 117, часть 5, есть там агрессивная езда, в этом направлении можем от 3 до 6 сделать. Есть такой аппарат, который называется шумомер, который проверяет через выхлопы, какой он выхлоп выдает. В законодательстве мы сейчас вот проект этот отправили, чтобы они узаконили, мы эти аппараты уже заказали. На сегодняшний день вот есть там статья, которую можно вот применить по водителям. Штраф составляет 60 рублей. И мы с правовым отделом в имеющий уже законопроект внесли изменения. И мы там пишем уже 9 тысяч рублей. Если это повторно, его направить на пересдачу. И изымать транспорт за такое нарушение ставить, ну мы можем, да, там, ну, мы в Абхазии живем, по закону не имеем права. А ее надо поставить. Как-то на 2-3 дня хоть.
поговорить с ним, довести до него, что вот есть взрослые люди, которые в ночное время не могут уснуть, потому что такие машины по нашим улицам очень часто ездят. Ну, нету водителя, у кого такие машины, чьи машины мы не поставили бы. И есть такие родители, которые приходят и возмущаются, на каком основании мы забрали машину. Вот прекрасно вы знаете, у нас сейчас прошли выпускные вечера, баллы были, и мы по районам имели график, где проводится, и мы с управлением ГАИ, и министр участвовал в мероприятиях этих, и заместитель наш куратор был. И вот мы в Гаграх остановили пару машин несовершеннолетних, без водительского удостоверения, был за рулем. Были родители, и были еще ребята с разных фамилий, по 4-5 человек. Ну, родители возмущались, на каком основании, ну что случилось, сын закончил школу, если он поедет. Ну, как с такими людьми разговаривать? Понятно, госавтоинспекция — это наша прямая задача. Мы должны выявлять, наказывать, предупреждать. Ну, родитель, который воспитал, и ребенок вырос, неужели не хочет его хорошего видеть, его внуков увидеть? Ну, в этом направлении и родители, и старшие с пониманием должны подойти, и в этом направлении нам очень сильно помочь. Это не только ГАИ должно этим заниматься. Я большим удовольствием, если было бы это в наших силах, и мы могли бы все это исправить, я только... Ну, вы силовое ведомство. Вы мы не отказываем, мы где-то- работаем, насколько это возможно, мы делаем. Что можно сделать, чтобы поднять уровень культуры вождения? Вот. Тут говорим о культуре, но иной раз наблюдаешь абсолютное безумие на дорогах. Отдельные люди, бывает, очень агрессивно водят машину, но очень опасная езда. Да, вы, наверное, видели, в соцсетях выставляют в России, нахожусь в Абхазии, я езжу тихо, вот как ездят маршрутки и все остальные. Ну, воспитание, человек воспитывает своего ребенка и должен, когда он приобретает своему сыну или своей дочке автотранспортное средство, он должен следить, как он на этом транспорте ездит, в каком состоянии он домой приходит, в Ну, каком они уже состоянии он совершеннолетние, они выезжает, могут и не в каком послушать. состоянии находится машина. Вот у нас есть такие дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом. Весь этот материал потом собирается, отправляется на экспертизу, и независимый эксперт выявляет ряд нарушений, из-за чего могло бы произойти дорожно-транспортное происшествие. Состояние тормозных колодок, световые приборы, если это ночью произошло, состояние шин. Никто же на это не смотрит. Машину завел, если она поехала, значит, она исправна, и они думают, что это все хорошо. И, кстати, еще хотел вот именно по камерам сказать. В 23-м году было выявлено нарушение вот камеры фото-видеофиксации где-то до 35 тысяч выявлений. 8326 постановлений было на посту, водители остановили, вручили 8326 постановлений. Составлено было протокола, то есть кто-то может оплатить сразу, а кто-то не может, на него выписывать протокол. 388. Количество оплачиваемых постановлений 7979. На сумму за целый год 23 было 5 миллионов. В 24 году, сейчас не буду все цифры говорить, в 24 году оплатили штраф за такое нарушение 19 миллионов. В 25 году 53 миллиона. Врученных постановлений 101 тысяч. Сказать, что госавтоинспекция не выявляет и не наказывает людей, это неправда. Вы представьте количество. 101 тысяч постановлений, которым вручили, то есть 75 тысяч нарушений люди оплатили. На 53 миллиона 815 тысяч. Ну вот я почему эту цифру озвучу, потому что вот, очень часто пишут, что людей не наказывают, надо штрафы поднять. Но сумма за такое нарушение от 3 до 6 и 53 миллиона – это большое количество. Учитывая, что выделено было на закупку этого оборудования, на установку, на обслуживание, в общем, где-то миллионов 70-80, то есть за 25 год почти 80% камеры отбили тот расход, который сделали, Ну, это государство остается выделило маленькая средства. категория, Да. которая номера откручивает свои. Ну, такие случаи тоже бывают, и номера снимают, и подложные номера, но камеры, которые вот на посту установлены, вот если мы выявляем, что база так сделана, что машина, которая едет, если не соответствует с маркой и с госномером,
он озвучивает, допустим, по цвету, говорит оранжевый. То есть мы понимаем, что по цвету номер, который установлен, он не соответствует машине. Или, допустим, мы ранее их останавливали, злостные нарушители, допустим, имеют 20, 30, 40 тысяч, он озвучивает красным цветом. То есть мы понимаем сразу на посту, который стоит, что данный водитель уже был остановлен, был предупрежден, и он не оплатил штраф, и мы его сразу можем остановить, выявить, и даже машину поставить, если он не оплатил такие штрафы. Я могу озвучить штрафы, какое количество у некоторых водителей. 200, 300 и 500 тысяч. Такие тоже были. И многие попадаются сотрудники различных ведомств, а потом Министерство внутренних дел, и мы отправляли письма всем службам, что в этом направлении нам помогли, и что провели беседу со своими сотрудниками, что не только госавтоинспекции, он является сотрудником определенного ведомства и должен быть примером и показывать. И есть дисциплинарные наказания, конечно, когда не оплачивают, мы отправляем письма с этими нарушениями. Это касается и в нетрезвом состоянии. Во всех направлениях мы направляем Ну, вот письма. опасная езда, когда вот очень опасная езда, ну, вы понимаете, Это есть о чем я агрессивная говорю. езда? По-моему, в других странах сразу наручники 15 суток. Там. Ну, до такого мы еще уровня не дошли, но если что- не остановится, что-то надо наверное, делать. придется и это тоже применить. Ну, потому что он, ну, видно, он неадекватный, по езде видно. То есть он или сам себя угробит, или кого-то. Начальник ГАИ и отдел, который занимается практикой, он должен по его данным проверить все штрафы, и чтобы он максимально оплатил штраф. Вот если он придет, и у него злостное нарушение, у него машину забрали, и он кого-то подключил, позвонил, забрал по звонку эту машину налегке, он завтра еще раз повторит. Вот многие вот наши коллеги, там, я не знаю, которые работают в каких-то организациях, я не знаю, сейчас не хочу имена говорить, обращаются к нам с просьбой. Я максимально стараюсь свою принципиальность показать не за то, что я вредный, за то, чтобы данный водитель осознал, что вот он подключил одного, второго, и что он не смог решить вопрос. До него, если он нормальный, до него должно дойти, что он в следующий раз как минимум стыдно будет обратиться к этому человеку еще раз, чтобы за него просили вернуть машину или водительское удостоверение. Вот в этом направлении максимально должны все подойти к этой проблеме, потому что я один, или министр, или президент, ну, не может всем этим управлять. Ну и правоприменение ко всем должно быть Одинаково, одинаковое. конечно. Применяется ли в практике работы ГАИ в Абхазии такая форма работы, как скрытый патруль, и как вы думаете, могло ли это повлиять на улучшение ситуации на дорогах? В практике такое было, если я не ошибаюсь, это было в 2021, 2022 и 2023 году. У нас были большие проблемы. Во-первых, кадры нужны были, и нужны были транспортные средства, не спецмашины, а частные. И снимать на телефон или снимать на камеру, которая не стоит на балансе, очень сложно было нам все это в правильном русле по закону человека оштрафовать. Мы писали, да, административные протокола, но 80% мы их аннулировали. Потому что по закону, по второй части, когда человек нарушает пересечение сплошной линии, мы должны зафиксировать тем средством, который стоит на балансе. Ну, есть там свои моменты. В практике она не реализовала. И министр внутренних дел всегда на совещании говорит всем начальникам управления на своих служебных транспорте, когда ездят на синих номерах или на своем личном транспорте, когда такие нарушения видят, передавать на посты. Я максимально стараюсь, вот я сам, когда еду вот в сторону границы, не было, чтобы я 2-3 машины не остановил, и я не стараюсь на этого водителя, допустим, выписать административный протокол. Потому что я понимаю, если он обратится с жалобой, то я не смогу предоставить ему доказательства. Мне легче с ним побеседовать, донести до него, и приходится и по-абхазски это сказать, и по-русски сказать. Если это до него дойдет, это для него будет хорошо. Есть такое нарушение, как ремни безопасности. В городе Сухом, ну, мы с пониманием подходим. Очень сложно вот по городу Сухом ездить с ремнями. Да, там в течение дня он раз 10 выезжает, им гайцацу. Но когда ты в городе не одеваешь и выезжаешь на республиканскую трассу, практика доказала, что в привычку вошло, чтобы не пристегиваться, и он забывает, что надо пристегнуться.
А при дорожно-транспортном происшествии, это мировая практика показала, те люди, которые пристегнуты, сохранить жизнь по процентности имеют больше. И это теперь зависит от каждого человека. Раз о патрульной службе заговорили, какова роль сегодня патрульной службы? Ну, патрулирование вообще же есть. И оснащены ли они нужными техническими средствами? Вот есть ГАИ районов, да, там в Гаграх есть начальник ГАИ в Кутаутах, в Кузрыбшах, в Сухумском районе. Внутри, именно в летний курортный сезон, и даже не в летний, внутри в столице у них работы достаточно. Когда есть свободное время и есть транспорт, у них есть определенный маршрут, где они патрулируют. И есть у нас еще в управлении ГАИ своих машин, 10 машин. Ну, это спецрота, которая занимается спецсопровождениями, приезжают гости, сопроводить детей, я не знаю, там, разные мероприятия. Но количество топлива, которое тратится, очень большое. И на сегодняшний день в Абхазии, вы знаете, с топливом, и вот как-то мы стараемся как-то вот и на трассу выехать, и в городе поработать, и в ущелье заехать, и в Пицунду заехать, в Гагру заехать, помочь. Ну, объем работы, вот реально я вам говорю, очень большой. Работа очень, во-первых, неблагодарная. Отток сотрудников с ГАИ больше, чем те, которые приходят. А если они оснащены камерами, тогда эффективнее они, конечно, будут работать. Есть камеры, есть где стоят установленные камеры, они в пути следования, когда фиксируют нарушение, могут выявить и распечатать, и показать. Вот если вот более автоматизированная работа будет, мне кажется, сотрудники не будут так более уходить. Вот Это вот они ближайшее устают больше время, от... год-два, все надо перейти на автомат. Водителю сложно будет потом оспорить, что он не нарушил. Где готовят сотрудников ГАИ? У нас в школе милиции или в российских учебных заведениях? Сотрудники госавтоинспекции, есть у нас школа милиции, сейчас он уже выше получает образование там. В этом году там обучаются 4 года. После 2-го или 3-го курса они уже выбирают направление, там, участковым, следователем или сотрудникам ГАИ. Вот в этом году сотрудниками ГАИ окончили 6 человек. Но желающих пойти в ГАИ оказалось 3 человека. 2 это в город и 1 в Гаграх. Потому что в Гаграх проживал. Все остальные уволились. Я не знаю их судьба, куда они перешли. И в этом году, мы вот сейчас вот идут вступительные экзамены, по-моему, закончились на днях, было желающих поступить 30 человек. 10 было девочек и 20 было ребят. Не исключено, в практике показывает, что пока не учатся, отток будет тоже. Желающие уйти, не доучиться, будет в любом случае. И вот после 2-го, 3-го курса, когда они выбирают направление, вот пойти в ГАИ желающих очень мало. В России у нас тоже есть, вот в Краснодаре учатся, в Волгограде учатся. Именно по направлению ГАИ очень мало. Все хотят быть следователями, хотят быть дознавателями, сидеть в кабинете, возиться с документами. Но реально, я вам серьезно говорю, работа сотрудника госавтоинспекции, это ежедневно, это очень нервно и очень трудная работа. Сотрудник ГАИ является таким же обычным человеком, как и мы. И мы хотим с него требовать, чтобы он каждого водителя, которого остановил с нарушением, то есть сотрудник остановил, есть нарушение, он хочет забрать у него водительское удостоверение или взять, допустим, транспортное средство. Вы представляете, какой отпор получает он от нарушителя? А таких нарушителей у нас достаточно, а сотрудников очень мало. Он закончил учебу, он не является каким-то психологом, чтобы найти общий язык, подойти к каждому. Потому что водители тоже и бывают эмоциональные. Да? Это же реальная вещь. За это мы на посту максимально везде поставили по 2 терминала. При желании, если человек согласен с нарушением, оплачивает на месте. Получается, чем более автоматизированная будет у вас работа, Конечно. тем меньше вот этих всех нюансов и меньше сотрудников будет. Как обычно, всегда в конце все-таки к водителям обратитесь. Вот и насчет культуры вождения, насчет, вот, чтобы все-таки... Еще раз благодарю за приглашение. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться ко всем нашим гражданам, особенно к нашим водителям. Максимально соблюдать правила дорожного движения. Правила не так просто придуманы. Мы хотим, чтобы те люди, которые выезжают на своем транспорте по своим делам, на свою работу, возвращались домой здоровы, невредимы. Их дома ждут дети, их дома ждут родители. Не делайте больно. Жизнь одна, ее надо сохранить.
Спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо, коллеги. So wie tut's?